Сегодня поговорим о запрете криптовалют в России, а в частности биткоина. Так ли все страшно, как это выглядит в новостях и других информационных источниках? И действительно ли есть строгий запрет криптовалют на территории РФ? Сразу обозначу, что речь пойдет именно о 259 ФЗ, о цифровых финансовых активах, который вступит в силу с 1 января 2021 года. Ссылку на ФЗ я оставлю в закрепленном комментарии. Начнем с того, что разделим два разных понятия – цифровой финансовый актив, или же ЦФА, и цифровая валюта. Начнем с ЦФА. Цифровые финансовые активы – это цифровые финансовые права, которые фиксируются, выпускаются, обращаются и учитываются в информационной финансовой системе. Проще говоря, это цифровые ценные бумаги, а информационная система, в которой они будут обращаться, обязательно должна быть зарегистрирована в официальном реестре. Чтобы стать оператором информационной системы, нужно соблюсти огромное количество требований, которые прописаны в законе. В рамках информационной системы, запущенной на территории РФ, могут выпускаться ЦФА или же обеспеченные активы. Кстати, оператором информационной системы на территории РФ может стать только юридическое лицо. Говоря еще проще, ЦФА – это токенизированная ценная бумага, которая будет функционировать в рамках регулируемой информационной системы. И, естественно, с ЦФА можно будет совершать все те же действия, которые сейчас можно совершать с обычными ценными бумагами. В основном 259 ФЗ содержит информацию именно о ЦФА, их обращении и регулировании, о том, кто может стать оператором информационных систем, в которых будут обращаться эти ЦФА, требования к этим информационным системам и так далее. Важно понимать, что биткоин, эфир и прочие криптовалюты не попадают под определение ЦФА. Для них в законе есть отдельное определение – цифровая валюта. Полное определение цифровой валюты вы видите сейчас на своих экранах. Можете поставить на паузу и ознакомиться. Если говорить коротко, то цифровая валюта – это совокупность электронных данных, содержащихся в информационной системе, которые могут быть приняты в качестве средства платежа. Под это определение как раз попадают классические криптовалюты, такие как биткоин, эфир и так далее. Единственный запрет касательно цифровых валют в 259 ФЗ – это запрет на их использование в качестве средства платежа, а также распространение информации о ресурсах, где можно использовать цифровые валюты в качестве средства оплаты. Никаких других ограничений и запретов именно на цифровую валюту, которой и является биткоин, пока нет. Но это не значит, что их не будет в будущем. Тут очень важно упомянуть о дезинформации, которой забит почти весь крипто-ютуб. ЦФА и цифровая валюта – это две разные вещи. То, что написано в 259 ФЗ, на 99% не имеет ничего общего с криптовалютами. Этот закон регулирует именно ЦФА, или же токенизированные ценные бумаги. Трактовать ЦФА как криптовалюту и не понимать, почему закон такой бредовый, попросту глупо. То же самое касается и фейковых новостей о запрете распространения любой информации о крипте. Нет такого запрета и никогда не было. Я практически уверен, что в ближайшее время выйдет закон именно для цифровых валют, в котором урегулируют именно криптовалюты в классическом их представлении, а не токенизированные ценные бумаги. 259 ФЗ нацелен именно на регуляцию ЦФА и информационных систем, в которых эти ЦФА будут циркулировать. Под цифровые валюты там выделено буквально несколько абзацев. В общем и целом, запрещать криптовалюты в РФ никто не собирается. Наоборот, их пытаются легализовать, но не как платежное средство, а как сбережение или инвестиция. Понятно, что когда выйдет закон именно о цифровых валютах, урегулируют все биржи и обменники. Данные о покупателях будут храниться в базах данных, к которой будут иметь доступ налоговая и судебные приставы. И, скорее всего, любого владельца криптовалют обяжут их декларировать и платить налоги. По текущим предложениям Минфина понятно, что регуляция будет достаточно строгая. Будут штрафы или административная и уголовная ответственность. Но основная проблема в том, что ЦФА и криптовалюта – это совершенно разные вещи. ЦФА можно регулировать, потому что они будут обращаться в информационной системе, построенной по требованиям Центрального банка.
Естественно, что ЦФА можно будет замораживать и изымать, потому что вся система целиком регулируется и находится под контролем единого органа – Центрального банка. С криптовалютой, в частности с биткоином, это невозможно. Невозможно заморозить биткоины определенного человека, их нельзя изъять или отменить транзакцию. Опять же, при условии того, что человек использует биткоин правильно, а не хранит его на биржах или кастодиальных кошельках. Поэтому закон о криптовалюте, который выйдет в будущем, скорее всего, будет направлен на то, чтобы владельцы криптовалют были обязаны сообщать о своих сбережениях и платить с них налоги. В случае нарушения этих требований будет штраф, потому что ничего другого с криптовалютой сделать попросту невозможно. Очевидно, что для многих людей это будет плюсом, кто просто заплатит налог и будет спать спокойно, не беспокоясь ни о чем. С других владельцев, я бы сказал с большинства, налоги сдерут насильно, потому что 95% людей в сфере криптовалют хранят ее на биржах, покупают через свои банковские карты с своими личными данными и абсолютно не понимают, как работает биткоин. Вся эта информация будет предоставлена обменниками и биржами в налоговую службу по запросу. Что касается эфира, то ситуация еще хуже. Эфир в России намного популярнее, чем биткоин. Это связано с майнингом, DeFi, ICO и прочими элементами большой инфраструктуры. Напомню, что эфир имеет account-based model, то есть все транзакции совершаются с одного адреса, что значительно упрощает связь личности человека с его адресом. Оставшаяся же часть людей вообще не будет интересна налоговой службе, потому что связать биткоин-адреса между собой, а затем найти человека, которому эти адреса принадлежат, доказать, что это именно его биткоины и что именно он их купил, невероятно сложно. Опять же, при условии того, что человек использует биткоин грамотно. Хотя даже если использовать его не совсем грамотно, то очень маловероятно, что кто-то узнает, что у вас есть криптовалюта. Я напомню, что те, кто пишет законодательство, не понимают разницы между биткоин-кошельком и биткоин-адресом, поэтому надеяться на то, что законопроект будет выглядеть хоть сколь адекватно, не стоит. Допустим, прямо сейчас у вас есть биткоины, которые вы купили еще в 2016 году на какой-нибудь бирже. Если вы не связывали эти биткоин-адреса со своей личностью, то нет никакой возможности понять, что вы вообще владеете биткоинами. А если и связывали как-то, то эту информацию надо найти, обработать и доказать, что да, действительно это ваши биткоины. В текущих реалиях именно России это сделать практически невозможно. Регуляция криптовалют сработает на тех, кто не понимает, как работает биткоин, и на тех, кто захочет добровольно платить налоги. И то не факт, что даже тех людей, которые просто хранят биткоин на биржах и покупают его со своей карты, как-то вычислят и оштрафуют. Для этого нужна огромная инфраструктура. Остальные люди, которые по каким-то причинам не будут рассказывать о своих сбережениях и соблюдают хотя бы базовые правила приватности при использовании биткоина, могут вообще не беспокоиться. Тут надо сделать очень важную оговорку. Я не призываю никого уклоняться от уплаты налогов и нарушать действующие законы Российской Федерации. Это лишь анализ текущего законопроекта и догадки о том, как это все будет реализовано в будущем. Теперь давайте рассмотрим пример покупки биткоина на peer-to-peer площадках. Возьмем бота в Телеграме, в котором можно купить и продать криптовалюту. Сделка совершается напрямую между двумя людьми и идет прямой банковский перевод физическому лицу. В итоге один человек получает прямой перевод на счет, а второй получает биткоины. Нет ни единой возможности узнать о том, что этот прямой перевод был за покупку биткоинов, пока сам обменник не предоставит эту информацию в органы по запросу. Именно поэтому peer-to-peer покупка биткоина является одним из самых приватных способов купить биткоин. Для тех людей, которые знают и понимают, как работает биткоин, очевидно, что попытка его регуляции никак на них не отразится. Давайте подведем небольшой итог. То, что есть сейчас, это 259 ФЗ. На 99% он регулирует именно ЦФА, или же токенизированные ценные бумаги. Этот законопроект подготовлен в первую очередь под инфраструктуру ЦФА, которая будет развиваться в России в ближайшие годы. В силу он вступит только с 1 января 2021 года. Что касается криптовалют или же цифровых валют, как указано в законе, единственный действующий запрет – это использовать их как платежное средство и распространять информацию о ресурсах, где с помощью них можно платить за товары. Хотя этот запрет был и раньше,
потому что единственным законным платежным средством на территории РФ является только российский рубль. Покупать, продавать и хранить криптовалюту на данный момент можно. Законопроект о регуляции именно криптовалют вроде уже разрабатывается, но опять же, неизвестно, когда он будет принят и когда вступит в силу. Я думаю, что полноценную и грамотную регуляцию криптовалют мы увидим не раньше 2022 года, и не факт, что этот законопроект будет понятным и прозрачным, потому что 259 ФЗ имеет кучу несостыковок и противоречий, что, как мне кажется, показывает некое непонимание людей того, над чем они работают. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу регуляции криптовалют в России, как это будет реализовано и в какие сроки. Также подписывайтесь на мой канал в Telegram, ссылка есть в описании, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.